Камиль Чутаев, студент одного из бишкекских вузов, выиграл грант АНА – автономной некоммерческой организации Российской Федерации «Евразия» в 1 миллион рублей. Узнав из социальных источников, что в Москве запускается проект АНА – автономной некоммерческой организации «Евразия» под грифом «Узнай Евразию, Кыргызстан», студент Кыргызско-турецкого университета Камиль Чутаев предложил свою разработку проекта «Кинопутешествие в Евразию» и, как видите, не проиграл. Я считаю, что человек, который живет просто безидейно, он просто существует, он не живет. Нас отличает от животных только то, что мы можем думать. У нас есть мыслительная способность. И то, что человек, если живет без цели, если он просто идет, ест на работу и обратно, то я считаю, это не жизнь, просто существование, да. Камиль — это наша голова, получается, да. И он наш, так сказать, капитан, который направляет, да, который рекомендует, как действовать. Мы, сейчас, да. Конечно, тоже говорим, что лучше так сделать, там так. То есть, и как целый пазл получается, то есть, и каждый в чем-то силен, и каждый действует как нужно. Мы очень хотим обеспечить единое культурно-образовательное пространство нашего континента, Евразии, потому что у нас должно быть общее понимание мира, у нас должна быть выстроена хорошая экономика, которая работает на процветание экономик каждой суверенной страны, на основе культурной самобытности, разнообразия и уважения друг друга. Депутат Госдумы Российской Федерации Алена Аршинова, приехавшая в Бишкек в начале сентября этого года на церемонию подписания соглашения о сотрудничестве между АНО «Евразия» и Кабинетом министров Кыргызской Республики, с теплотой отметила, что кыргызстанская молодежь активно участвует в проектах и, что важно, без посредников. И мне кажется, это успех зависел от того, что мы в самом начале все это продумывали, то есть уже видели, как все это будет происходить. И даже когда у нас ничего не было, даже когда у нас грант нам еще не утвердили, мы уже думали, что как мы будем это реализовывать, уже находили связи, поэтому, мне кажется, тщательная подготовка – это ключ к успеху был. Слова Алены Аршиновой – подтверждение тому, что кыргызстанская молодежь серьезно относится к своему будущему, планирует его. Я считаю, что хобби – это такая вещь, которая не должна перерастать в работу, потому что когда ты занимаешься этим душевно, от души, то получается намного лучше, нежели заниматься этим ради заработка денег или как стезю свою в жизни использовать. Так что, не знаю, выйдет это дальше хобби или нет, но мне определенно нравится этим заниматься. Цель проекта, заявленного нашим визави, объединить молодежь на основе традиционных духовных ценностей. Это история народа, его обычаи, ответственность и трудолюбие, национальная идентичность и патриотизм. Так, что случилось? Что случилось? Что случилось, я спрашиваю? Они из-за свитера подрались. Когда вы смеетесь над этим свитером, вы смеетесь над народами целой Евразии. Разработка проекта проходила в сжатые сроки. Команда, созданная начинающим менеджером, доказала свою состоятельность. Наши главные спонсоры, которые предоставляли грант, они провели тестовый период, за который за короткое время мы должны были показать наши цели, что мы хотим в целом, и уже начать реализацию плана за небольшой бюджет. И уже после нам уже дали полный грант. За короткие сроки, включающие всего 2 месяца, ребята смогли буквально зажечь идеями проекта более сотни молодых людей. Сейчас задание такое, ребят. Вы сидите по столам круглым, и у каждого будет листочек, да? Вы распределитесь, напишите небольшой сценарий,
нарисуйте раскадровку, потом каждый будет голосовать за определенный понравившийся. Тот, кто нарисует более красиво, эстетично, тот выиграет. Бишкекский бизнес-центр «Орион» на один день стал ареной обсуждения предложенного организаторами проекта темы кинопутешествий в Евразию. 154 заявки у нас было. И это очень большое число. Я не думал, что столько будет. Я думал, человек 30 заинтересуется, 40, а здесь целых 154. И каждый составлял команду, каждый писал нам. Очень много звонков было и ночью, и утром, и днем. Но в первую очередь это делалось для того, чтобы люди собирались, были творческие объединения, чтобы человек, у которого появилась идея, чтобы он был не один, чтобы он был с такими же единомышленниками. Этот конкурс обязательно очень хорошим. Главное, что участвует очень много людей, что мы подарили им какие-то эмоции, то, что они смогли сделать, что вместе, как-то объединиться. Так что это очень прекрасно. Был проведен мастер-класс. Сейчас уже монтирую короткометражные фильмы совместно с Камилем. Это великолепно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам чем-то помочь? Извините, а вы еще принимаете сценарий? Извините, наши сейчас работы не принимаются. Вся комиссия разошлась уже. Пожалуйста, взгляните. Просто одним глазком посмотрите. Это несколько недель стараний. Брат, к сожалению, время кончилось. Все, заявки не принимаются. Все на смарку. А вы кто? Пойдем с нами. Приглашенные гости провели обучающий урок по созданию сценариев, по освоению операторских навыков и режиссерского мастерства. Проект закончен, потому что главная цель уже достигнута. Это развитие в кино и развитие именно работы в кино у молодежи. Поэтому, мне кажется, цель достигнута. Примерно в этот же временной отрезок, охвативший вторую декаду сентября текущего года, в Москве прошел кинофестиваль «Евразия Кинофест», на котором был представлен полюбившийся миллионам зрителей фильм режиссера Руслана Акуна «Рай под ногами матери». Евразия – огромный континент, который наполнен большим количеством народов с уникальной культурой. Много чего еще не узнанного могут вынести на обзор зрителей сегодняшние участники этого обучающего урока. Наша цель была это показать молодежи, что вот именно сейчас, благодаря развитым технологиям, практически любой, даже школьник, студент может снять там хорошую короткометражку или там целый фильм. Есть перед ними примеры их сверстника, пока еще студента Камиля с его креативной командой. Нет, я когда, например, был один, то есть у меня не было команды, и было тяжело, то есть не было, как сказать, рекомендаций, как лучше сделать. И вот
со временем уже команда сформировалась, и сейчас мы отличная команда. Все вы экономисты, маркетологи, да? И в то же время вот это вот творческое начало привлекает. Ты должен чувствовать, да, что ты на верном пути и достигать своих целей. Вот. Успех любого дела, уже доказанная аксиома, зависит от четкости поставленной цели, его экономической целесообразности. В этом проекте большую часть работы делал не сколько я, сколько мои товарищи, Ислам, к примеру, Бексултан, они очень большую лепту внесли. Основу своего успеха наш молодой визави уже определил. Благосостояние и успеха можно добиться только решительными действиями, настойчиво добиваясь признания, которые подкреплены экономическими расчетами. Проект этот, в понимании нашего собеседника, бизнес. По всем канонам определения этого понятия, это командный вид спорта, где каждое звено подчиняется определенным функциям. Наш самый первый проект было тяжело, потому что у нас, во-первых, не было опыта, не было понимания, как действовать, да. И, конечно, как говорится, с опытом все растет, и сейчас мы уже как команда слаженно работаем. То есть у нас есть каждая своя роль. Например, я за кадром монтирую, получается, а, например, Камиль – это лицо, да. Двоевластие здесь не имеет права на жизнь. Вот такие четко разграниченные правила освоены героями нашего репортажа. Цель определена, задача поставлена. Наши герои рассматривают разные факторы, приводящие к успеху. Наиболее ценным качеством, по мнению ребят, являются интеллект и ценность образования. Большое значение молодые люди уделяют семейным ценностям. Я самый счастливый человек на этом свете. Потому что все хорошо, надо радоваться тому, что ты живешь, то, что каждый день встаешь, идешь, то, что вот у тебя хорошая семья, то, что у тебя хорошие друзья. Надо всему радоваться. Добиться успеха в жизни можно, надо работать над собой. Путем саморазвития, целеустремленности можно наработать стартовый капитал, что мы и увидели в процессе подготовки нашего репортажа. Первый проект успешно претворен в жизнь. Жизнь предлагает этим ребятам широкий выбор. Что ж, 7 футов под килем их к кораблю. Это общая цель, то есть развитие именно в творческом направлении. И, конечно же, хотелось помочь другу, который выиграл такой грант, добился успеха. И, естественно, хотелось помочь, чтобы он это все реализовал хорошо и показал нас на уровне не только страны, да, именно нашей страны, а уже на уровне международного, то есть в России, в СНГ, по всей Евразии. У нас в Кыргызстане, у местных жителей Бомского ущелья, есть поверье о девушке в красном. Неверный муж в приступе ярости убил свою любовницу и бросил ее тело в бурлящие воды реки у поселка Кыскыё. Те, кто проезжает через ущелье в одиночку, рискуют столкнуться с ее духом. Поэтому мужчинам без компании не стоит пересекать просторы Бомского ущелья ночью. Ведь они могут повстречать ту самую девушку в красном. Говорят, она преследует тех, кто решил бросить вызов извилистой горной дороги под покровом темноты.